Всем привет, друзья! Сегодня у нас по традиции небольшая распаковка после северного рынка. Честно говоря, было очень жарко. Я сначала снимала весь рынок, делала обзор, меня попросили до этого. Приехала почти к часу, хотя поехала в 9 утра, не было машин. С таксистами проблемы, все перекрыто было. И хотела быстро все убрать по холодильникам, по морозильникам. Но думаю, ладно, традиция есть традиция. Быстро сниму распаковку. Но что-то у меня ничего не получается. Наверное, от жары и от усталости. Ну, по-быстрому я вам покажу, расскажу. А там сами спросите, если я где-то забыла цены назвать. Если вам интересно, пишите в комментариях. Так, смотрите, очень вкусная, красивая кукуруза по 25 рублей. Женщина при мне снимала эти листики и выбирала мне хорошую. Была там и по 15 рублей, она мне невзрачная показалась. Здесь у нас чеснок, наверное, тоже заморожен, он быстро портится очень. Почти килограмм взяла. Черный батон. Черный хлеб любит мама, я больше люблю белые батончики. Это шоколадные кексы, тоже иногда люблю. Здесь бублики без начинки, мягкие колечки, а здесь разные булочки с творогом, со сгущенкой, в общем, разных набрала. Люблю покупать булочки. Это вроде бы вчерашние сказали, но они без начинки. Я подумала, можно сделать сладкие сухарики в духовке. Не знаю. Так, самое главное, из-за чего я ездила, как всегда, нужны были потрошки для котят. Смотрите, в этот раз набрала много. В прошлый раз мы не поехали, было очень жарко. Но сегодня пришлось поехать. 10 килограммов взяла по килограмму. Смотрите, у меня котята любят не сильно жирные. Жир обычно бывает на желудочках. А потом сейчас покажу еще. Потом взяла еще пакет. Это на 100 рублей был. Уже там кило 700, наверное. Шейки взяла со спинками. Потом хотела округлить. Взяла крылышки, ну и округлить не получилось, взяла еще вот такие ножки. Короче, как вы поняли, на базар меня пускать нельзя. Теперь это все надо быстро помыть и положить в холодильник. Хотя бы в холодильник, в морозилке уже места нету, по-моему. Я замораживала малину. Смотрите, такой красивый кусок мяса взяла. Мама будет ругаться, наверное. У нас мяса много. Смотрите, прям сверху. Сбоку чуть-чуть жира, почти вся мякоть. И наверху вот такая косточка. У нас после урбниш мяса осталось много. И до урбниш мы еще покупали, делали фарш. Ну, как всегда, заморозка. Такой запах свежий, вы себе просто не представляете. У меня руки жирные. Сейчас 2 секунды. Честно говоря, я сегодня столько накупила, что у меня даже на стол все не поместилось. Кое-как вам покажу распаковку эту, если кому-то интересно. Смотрите, вот такие абрикосы взяла, пока сезон не закончился. 400 рублей ведро. Не знаю, вроде бы 8-литровое, но точно не знаю. Я взяла 2 ведра. Вот, на стол уже не поместилось. Видите, у меня все в тройных пакетах. Не думайте, что я на стол грязное положила и вытирала все, но все равно. Конечно, красивее, когда в подносах, когда в тазиках. Но если я буду возиться до вечера, у меня все прокиснет. Итак, я сегодня сильно задержалась на базаре. Меня никто не торопил. В 9 утра меня повез двоюродный брат.
Потом обратно думала, с другим двоюродным братом приеду. Он не смог приехать. А с таксистами сегодня вообще уже напряженка. На Первомайской, на Грибоедова, пробки, все перекрыто, говорят. Ну, на РТС-то ехать я смогла. Так, девочки и мальчики, что я еще не показала. Вот зелень у своей любимой бабушки купила из Дагестана. По-моему, 3 пучка на 100. Так, здесь у нас зелень. Тоже 3 пучка на 100. А зеленый лук по 50 рублей был. Самое главное, сегодня я душу отпила, купила фрукты. В прошлый раз меня так торопили. Бегом, что я ничего не успела. Смотрите, крыжовник взяла. Фрукты что же надо кушать? Клубнику взяла. Дороговато, правда. Ладно, вторую коробку не буду открывать. Одной рукой неудобно. По 250 рублей вот эта маленькая коробочка. Просто я в этом году как-то не успела ее купить. А потом раз сказали, нету ее. Так, здесь у нас разные виды чаев. Себе купила дикую вишню. Он не сильно такой пахучий. Я обычно его люблю. И нури. Обычно нури пью. А вот эти разные, я уже забыла название. Но это мама купила. Там с какими-то и с ромашкой, и еще с чем-то, тысячелистник. В общем, я не разбираюсь. Сказали, полезно купила. Сейчас надо обойти стол. Мне места уже не хватает. Так, вот это я купила сливу. Уже пробовала, очень сладко у своей любимой бабушки. Здесь черная смородина. 4 банки купила. Просто чтобы наесться от души. Так, переложим сюда лук. И купила коробку помидоров. Но несколько сверху закинули. Тут оказалось плохие тоже есть. Хотя там они были как на картинке. Как я выбрала эту коробку, все к ней подходили, все делали массаж помидорам. На прилавке, главное, несколько коробок, именно эту. Я говорю, уже купила. Прям какие-то помидоры были, всем понравились. Сейчас надо будет перебрать. Видимо, то, что она дополнительно закинула, они не очень хорошие. Ну, можно пожарить, яичницу сделать, что-нибудь придумать. Не пропадет. Здесь я еще лимоны купила. Одни купила на 100 рублей 3 штуки. Ну, вроде бы они покрупнее, что ли, не знаю. А тут еще были у меня на 100 рублей 4 штуки. Тоже очень твердые, свежие, красивые. Единственное, кожура толстоватая, но ничего. Вроде все показала, девочки. В общем, вот такая у нас получилась распаковка. Извините, друзья, если что-то забыла или не так показала. Мне надо это все быстро убрать, а то мясное все может пропасть. Молочку я сегодня не заказывала и не покупала. В морозилке все есть. Грибочки, да, прикольные такие большие. Они прям белые-белые были. Пока я их довезла, потемнели. Потом, где я грибы покупала, я забыла телефон. Сначала я ходила везде, снимала. Они меня уже все знают почти. Знакомые, друзья там смеялись, что реклама будет на ЧГТРК. Слава богу, туда я не попаду. У меня простой маленький канал. Потом в конце забыла телефон, когда купила крыжовник этот. Потом позвонила, у этой женщины оказался телефон. Еще грибы докупила. Там еще девчонки смеются, не устала ходить. Я говорю, то телефон забыла, то еще что-то купить забыла. В общем, вот такой у нас сегодня получился сумбур. Будем есть витаминчики, будем что-то замораживать, будем кормить наших котиков. Из мяса, наверное, сделаем галушки. Может, не сегодня, а завтра. Но очень свежий, хороший кусок.
Прям нижняя цена. Это надо, не смогла пройти мимо, купила мясо, хотя у нас полная морозилка. Так, это все потрошки. Ну все, девчонки, вроде все показала. Мальчикам это не интересно, наверное, а девочки распаковки любят. В общем, я думала, в этом году уже не поем клубники. Обычно я люблю ведро купить и наесться, но никак не выбиралась из дома. Но я наелась малины, объелась. Теперь поем клубнику, объемся абрикосов. Ни варенья, ни соленья в этом году мы делать не будем. Огурцы тоже хотела купить на 100 рублей. Бабушка закинула на 200 рублей. Наверное, 6 килограммов или больше, не знаю. Она меня любит, и я ее люблю. Знает, что если я подойду, я наберу всего много и закидывает. Теперь главная проблема – куда же это все положить. Ну, это на 2-3 недели. Вряд ли я в ближайшее время еще выберусь на северный. Все, всем хорошего дня. Простите, если что не так. Пусть будет мир на этой планете. Всем пока-пока.